самого раннего утра Казань словно в тумане. Но, как оказалось, это вовсе не природное явление осени. Столицу накрыл смог, а запах гари заставлял чихать. От него слезились глаза, на машинах появился пыльный осадок. Казанцы беспокоились, что происходит. Был запах гари. Возможно, с рынка это был запах, нет? Оттуда, мне кажется, с той стороны шел. Сегодня шла со школы и почувствовала запах гари в квартире. У нас форточки открыты были, как будто субботник был. Запах гари, могут ближайшие леса гореть. А ближе к обеду я тоже начал замечать запах. Я думаю, это горят леса или поля. Десятки жалоб получили в Министерстве экологии. В несколько районов Казани отправились передвижные лаборатории ведомства. Специалисты отобрали пробы воздуха. По данным автоматических постов в Казани, превышений загрязняющих веществ нет. А причиной густого смога специалисты назвали пожары в марийских лесах. 31 августа на территории Республики Марий Эл был ликвидирован крупномасштабный пожар, пришедший из соседней Нижегородской области. Согласно метеоданным, сегодня на территории республики преобладает западное направление ветра, которое принесло запах гари с территории соседних территорий. Гидрометцентр Татарстана называет это явлением мглой. Продукты горения поступают с соседних регионов. Это Ульяновск, Чувашия, Мордовия. Там тоже горят леса. А ветер сегодня как раз западный. Отбор проб воздуха на содержание загрязняющих веществ проведут и сотрудники Роспотребнадзора. Они же рекомендуют по возможности оставаться дома. Ограничение времени прогулки. Ограничение физической нагрузки. Занятий спортом, физической работы на открытом воздухе. Использование во время пребывания на открытом воздухе средств защиты органов дыхания, медицинские маски, регулярное проведение влажных уборок помещений, обильное питье. Это щелочная минеральная вода, несладкий отвар шиповника, брусники, зеленый чай. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, появления признаков одышки, кашля, бессонницы, необходимо обратиться к врачу. Несмотря на то, что по данным Гидрометслужбы республики концентрация опасных веществ не превышает норму, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует гражданам по возможности оставаться дома, меньше находиться на улице, в помещении сделать выбор в пользу кондиционера, не забывать про обильное питье. Напомним, накануне в Татарстане еще на 3 недели продлили ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта на территории лесничеств. В республике сохраняется 4-й высокий класс пожарной опасности. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.